Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Добрый вечер всем. И тоже поприветствую вас от команды Национального музея Республики Татарстан. Когда «Миллиард татар» выступил с предложением поговорить о Мулануре Вахитову, мы вызвались такой командой коллективной лекции, даже мы форму назвали. Я бы хотел сам начать с личности Муланура Вахитова, его с политического значения. Мар скажет о местах, связанных с Мулануром Вахитовым, если я правильно понимаю, и об увековечении, о формах увековечения. А Айдар Шайхин, заведующий Домом татарской книги, музея квартиры Шариф Камал, расскажет о образе Муланура Вахитова в литературе, татарской литературе. Вот. Ну, во-первых, с риторического вопроса хотелось начать. Муланур Вахитов — отец советского Татарстана, или все-таки правильно ли ставить вообще так вопрос, является ли он одним из основателей советского Татарстана? Я сразу же отвечу на этот вопрос: да, он является одним из отцов-основателей советского Татарстана, именно подчеркну, советского Татарстана, потому что, с одной стороны, идеи советского Татарстана предшествовали другие проекты государственности Республики Татарстан, которые вылились потом в идею Татаро-Башкирской республики. Сейчас об этом поговорим. И из идеи Татаро-Башкирской республики вырос декрет о создании ТАССР, который был объявлен 27 мая 1920 года. Без положения о Татаро-Башкирской республике не было бы, по сути дела, и ТАССР в той форме, которой она существует сейчас. Мы являемся продолжателями ТАССР, и в этом смысле Муланур Вахитов, конечно же, один из первых таких вот основателей советского Татарстана. К сожалению, он не увидел своего детища. Так бывает, что отцы иногда могут не увидеть свое дитя, но ввиду каких-то трагических событий. И действительно, он закончил свою жизнь трагически, мы об этом все знаем, да. Ну и свой личный момент скажу. Нас разделяет с Мулануром Вахитовым 100 лет ровно и 2 дня. То есть вот он родился 10 августа 1885, я 12 августа 1985 года. И к столетию Муланура Вахитова ставился вот этот памятник, который является знаком для города, и который роль Муланура Вахитова как одного из отцов советского Татарстана, актуализирует. Несколько слов о семье Муланура Вахитова. Родился он 10 августа, как я уже сказал, 1885 года в Казани, хотя разных источниках говорилось о том, что он и в Пермской губернии родился. Но так случилось, что мама ехала в Нижегородскую область на Макаревскую ярмарку, была на 8-м месяце беременности, и случилось, что родился Муланур пораньше, и как раз она проезжала мимо Казани, и, соответственно, Муланур Вахитов оказался отмеченным в метриках первой соборной мечети, мечети Марджани. То есть родом он из Казани. Хотя 14 лет, практически 14 лет, он провел в Пермской губернии на своей первой родине, на своей второй родине, первая родина — это Казань, он родился. Так вот, что представляла его семья? Вот здесь вы видите его родных. Сейчас вот еще вот сначала бы с этой фотографии. Это семья Мустафы Казакова. Сам Муланур Вахитов являлся представителем купеческой династии Казаковых. Купеческая династия Казаковых одна из старейших династий, которая имеет и корни аристократические. Знаете, что в Казани была Казаковская мечеть. Так вот, его мать Мугульсум из рода Вахитовых. Вот здесь как раз представлен. Здесь на этой фотографии 1880 года, еще за 5 лет до рождения Муланура Вахитова. Здесь вот маленький мальчик — это Исхак Казаков. Исхак Казаков — это его дядя. Вот Исхак Казаков уже в 20-е годы 20 века. Вот Исхак Казаков со своей семьей еще вот, до революции эта фотография сделана. Так вот, Исхак Казаков оказал огромное влияние на Муланура Вахитова как на личность. Он сам был старше на 9 лет Муланура Вахитова, и есть воспоминания, как Исхак Казаков повез своего племянника Муланура в Булгар, и Муланур
он дал свою клятву служить своему народу и бороться за его свободу. Вот он уже тогда учился в реальном училище, и вот таким наставником для него стал его дядя Исхак Казаков, который уже а, активно входил в политическую деятельность, был одним из первых таких социал-демократов, и в дальнейшем он станет, ну, вы видите на слайде, он станет уже продолжателем дела своего племянника. Он станет одним из руководителей правительства Республики Татарстан, то есть, ну, вице-премьером, скажем, на сегодняшний язык, если переводить, заместителем председателя СНК и ЦИК, президиума ЦИК ТАССР. Вот, кстати, могила матери Уму Гульсум, с которой так случилось, что в 1999 году семья переехала в Казань. Случился разрыв отношений матери и отца, Муланур остался с матерью, и, по сути дела, как раз большая семья Казаковых дальше занималась воспитанием Муланура Вахитова. Мать прожила, как вы видите, она закончила свой земной путь в 1952 году. Ну, много-много лет еще пережила своего сына. Интересно, вот надпись просто сама, на кириллице, без применения татарских букв. Вот уже Муланур Вахитов взрослый студент. Ну, нужно сказать, что Муланур Вахитов получил не классическое для татар образование того времени. Он стал студентом реального училища в 14 лет, закончил его, то есть получил одно из лучших образований в городе Казани, не высших, да. Дальше он поступает в Петербург, поступить из Казани татарину, поехать в Петербург, но это большой смелый поступок. Поступает он в политехнический институт, учится там 4 года, бросает учебу в политехническом, переходит он в психоневрологический институт и поступает туда на юридический факультет. Да, вот, был юрфак, оказывается, в таком институте. И, по сути дела, Муланур Вахитов, был таким вечным студентом. Вот с 1999 года он реальное училище, да, учился, был студентом 3 учебных заведений. К сожалению, вот 4-й курс он не успел закончить. В 1916 году он из психоневрологического института уходит. В советское время писали, что денег не было на обучение, но разные мнения здесь существуют. Султанбеков, например, известный историк, считает, что он уже занялся на тот момент профессиональной революционной деятельностью, и его эта профессиональная революционная волна увлекла. Хотя в 16 году заниматься революционной деятельностью было, конечно же, очень-очень опасно в фронтовых условиях, да, когда страна вела тяжелейшую войну. Учась в Петербурге, он уже занимается активной публицистической деятельностью, печатается в русскоязычной мусульманской газете. То есть он получает хорошее образование именно на русском языке. И, например, есть такие воспоминания, как в 17 году, когда проходило первое заседание мусульманского комитета, не социалистического, а просто мусульманский комитет создавался казанский. Муланур Вахитов вышел и начал выступать на русском языке. И тут выступая на родном языке. Но он просто сказал свои слова о том, что нужно обратить внимание на простых рабочих, состояние простых рабочих, простых крестьян. И этот образ, он много куда попал, вот выступление на этом мусульманском заседании мусульманского комитета. Про вечного студента Муланура Вахитова сказали. Я уже приступаю непосредственно к революционной деятельности Муланур Вахитов в 17 году. Обучаясь долгое время в Петербурге, получив такое воспитание не только университетом, но и средой Петербурга, предреволюционного Петрограда, где молодежь, естественно, большая часть молодежи была социалистически настроенной, да, то есть это было, с одной стороны, мода и веяние того времени. Он получил хорошее и такое политическое, так скажем, образование, находясь в Петербурге, и с этим опытом он возвращается в 17 году в Казань, и в апреле создает мусульманский социалистический комитет, но в советское время это показывалось как некая антитеза и противопоставление буржуазным националистам, да, мусульманскому съезду, Милли Шура такая была, да, организация, и мусульманским комитетам, которые образовались по всей стране на самом деле, и военному шуро, то есть военному мусульманскому совету, он тоже противопоставлялся. Муланур Вахитов создал такой
прообраз будущих организаций татарских коммунистов, да. Но создавая вот мусульманский социалистический комитет, в него вошел, например, одним из учредителей, организаторов этого мусульманского социалистического комитета стал его дальнейшим оппонент в 18 году Илья Салкин, например. Да, то есть нам часто показывают, что это непримиримые враги, и даже «Желкен Сызляр», да, спектакль, где есть образ, угадывается образ Ильяса Алкина, вот это, непримиримые враги. На самом деле не так. В 17 году люди были и социалистами мусульманскими, и входили, и активно организовывали работу Милли Шура, мусульманских комитетов, мусульманского военного движения, которые являлись зачинателями идеи автономии в 17 году. Это уже другая история, как создавалась автономия. Я просто вкратце скажу об этой предтече. Да. В 17 году, в июле, 22 июля был объединенный съезд трех мусульманских съездов: духовенства, учителей и военный, который объявил о создании национальной культурной автономии татар, мусульман внутренней России и Сибири. С этого времени начинается история автономии у татар, современная автономия у татар. Это не территориальная автономия, это экстерриториальная автономия. Это же экстерриториальная автономия, национальная культурная автономия. В рамках этой идеи формируется национальный парламент, Милли Маджлис, который заседает в Уфе в ноябре, и, исходя из него, уже формируется идея создания территориальной автономии, которая не отвергает идею и экстерриториальной автономии. Немножко, может быть, это сложно звучит. В ноябре принимается решение о том, что нужно создать территориальную автономию мусульман Поволжья и Урала. Да? Отсюда вытекает идея штата Идель-Урал. Дальше уже в 18 году, когда происходит попытка объявить штат Идель-Урал, да, здесь происходит противостояние. Противостояние уже тех, кто отмежевывается в сторону большевиков, противостояние, так скажем, демократических организаций. Здесь вот места, где заседал социалистический комитет, есть соответствующая мемориальная доска на этом здании, это перед Варламской церковью, да, по улице Московской. Вот есть здание, где мы как раз с Марком сейчас обсуждали, есть здание, где также проходили заседания мусульманского социалистического комитета. Если говорить о дальнейших событиях, да, с конца 17 года, вы знаете, что в 17 году Россия жила идеей Всероссийского учредительного собрания, долго не могли выборы провести. Осенью 17 года эти выборы проходили, и в них участвовали все партии, кроме черносотенных монархистских партий, да, и, конечно, верх в этих выборах одержали социалистические партии, эсеры были первые, меньшевики и большевики, да. Вот в учредительное собрание от списка мусульманского социалистического был список мусульманско-социалистический в учредительное собрание, туда были выбраны. Просто прочитай, я вам эту книгу сейчас могу даже вот так по рядам пустить на этой страничке. На первом месте стоит, на букву Алкин. То есть это конец 17 года. Они выбирались вместе. Цаликов — это осетин, да, один из руководителей мусульманского вообще движения в стране. Дальше идет Вахитов, Мухамедьяров, Джихангир Алкин, Шахид Ахметов, Султан Галеев, Мирсаид Султан Галеев, известная тоже личность, и Мухаддинов Хатыб Камилович. Так вот, где проживает, откуда, вот здесь написано адреса, кто откуда идет. Так вот, здесь Муланур Вахитов обозначен как проживающий в Панайском подворье. Номера Панаев вот на этом слайде могу пустить, можете посмотреть. Как раз здесь есть и это издание комитета по архивному делу «Столетие революции». Я уже сказал о событиях, о том, что объявлялся штат Идель-Урал. Это должно было быть его объявление 1 марта. К тому времени
уже у власти большевики, да, объявляются различные декреты, в том числе воззвание к мусульманским народам России. Первым в структуре Наркомата по делам национальности, который возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин, да, очень знаковый и важный орган власти во всей России. Вот в структуре Наркомата по делам национальности создается Народный комиссариат по делам мусульман. Да? И первым предлагается стать руководителем этого комитета сначала Цалику Осетину, как одного из лидеров, одного из выдающихся таких мусульманских социалистов. Цаликов отказывается, но говорит, что он будет помогать деятельность продолжать вести мусульманскую социалистическую. И вот номер два кандидатура оказалась Муланура Вахитова, и Муланур Вахитов становится руководителем этого мусульманского комиссариата в структуре Наркомата по делам национальности. Так вот, этот мусульманский комиссариат в течение первой половины 18 года стоит множество организаций на местах. Уездных, даже волостных, губернских. То есть там, где жили тары, башкиры, мусульманские народы, создаются вот такие ячейки. Создаются такие ячейки, которые становятся прообразом формирования и государственности, и в то же время повторяют идеи национально-культурной автономии. Целая теория формируется у Муланура Вахитова относительно этих больших и малых комиссариатов на местах, комитетов на местах. То есть комиссариат в пределах губернии мог быть, а дальше уже уездные и волостные комитеты. Вот. Дальше уже по мере развития гражданской войны делается ставку и на создание мусульманской армии отдельной, делается ставка на создание мусульманской коммунистической партии. То есть вообще Муланур Вахитов приходит к выводу, что надо создавать свою мусульманскую коммунистическую партию, которая, естественно, должна быть тесно работать с Российской коммунистической партией, с РКП-Б. Ну, я пропускаю вот эти, да, фотографии. Это все, что у нас, это все есть у нас в фондах. Вот эти фотографии, это фонды. Спасибо помощникам, кто мне подготовил выдержки из фондов. Заканчиваю именно 18-м годом. Извините, так галопом пробежались мы. Так вот, 20 я говорил о том, что 1 марта должна была быть объявлена Идель-Уральский штат. Это не получилось. Арестовали его лидеров. Это известная история. И как противопоставление этому 22 марта в газете «Правда» за подписью нарком по делам национальности Сталина и председатель мусульманского комиссариата Муланура Вахитова принимается положение о Татаро-Башкирской республике, которое, по сути дела, повторяло в общих чертах проект штата Идель-Урал. И что дальше происходит? Почему был не объявлен, главный вопрос, почему не была объявлена эта республика? Закрутился, завертелся бюрократический процесс, положение начало детализироваться, проходили разные заседания, совещания, было некое противоречие с башкирскими социалистами. Опять же, дело крылся в деталях, где какие территории должны быть в эту республику. И дальше самый главный вопрос о деньгах. За счет чего объявлять-то, да? То есть нужна смета, да? Вот именно фигурирует слово «смета» в переписках. Муланур Вахитов прямо заходит со сметой к Сталину. Дальше какая-то идет переписка о том, что, утверждаются какие-то отдельные позиции. Идет бюрократический процесс, и Муланур Вахитов начинает считать, что какая-то идет проволочка со стороны Сталина, и он эмоционально просит встречи с Лениным. С Лениным он встречается, это уже май 1918 года. В конечном счете эту смету ему утверждают, смета запускается, а тут уже огонь гражданской войны. В июле начинают перечисляться средства, но уже, вы знаете, в начале августа сюда приходит чехословацкий корпус, да, в том числе в охоте за золотым запасом России. А в июле 18 года активнейшим образом Муланур Вахитов начинает создавать мусульманскую военную армию, которая бы уже воевала с Народной армией Комыча, с чехословацким корпусом. Как такового, пока трудно говорить, что он воевал с белыми, да, это разные все-таки воинские соединения. Даже был такой флаг создан, такие шевроны
флаг и нарукавные знаки мусульманских частей РКК. Вот эти части уже в 19 году, мусульманский отряд РКК. Вот. Ну и о смерти Муланура Вахитова. Знаем, что, да, Казань берут быстро, броском берет Народная армия Комычи при содействии Чехословацкого корпуса. Муланур Вахитов оказывается в селе Богородском. Это нескольких десятки километров от Казани, идет на соединение с отступающими красными частями, оказывается пленен. Вот есть такая стелла в селе Богородском, и там перечислены фамилии, те, с которыми он был пленен. Их расстреляли на месте, а Муланура Вахитова отправили в Плетеневскую тюрьму. Ну и дальше, соответственно, расстреляв, его захоронили на Архангельском кладбище. Точного места мы захоронения не знаем. Но вот есть такой вот протокол, это уже я взял у «Миллиарда татар» с их публикаций, где идут воспоминания женщины, чей отец был могильщиком Архангельского кладбища. И, соответственно, по этим, ну, так скажем, следам и дальше возрождался памятник места захоронения Муланура Вахитова. Вот. Ну, вот в общих чертах то, что хотелось рассказать про Муланура Вахитова. В деталях, если уходить, очень интересные детали про создание этой армии, взаимоотношения Муланура Вахитова и Мирсаида Султангалиева. Мы считаем Мирсаида Султангалиева основателем исламского социализма движения, да, он себя считает учителем Муланура Вахитова. Муланур Вахитов не успел зафиксировать в огне революции, гражданской войне все свои мысли, да, хотя статьи были, выступления были яркие, да, но оформить как такое идеологическое движение он, ну, не успел. Что успел сделать, по сути дела, Мирсаид Султангалиев. Очень рекомендую Рамзи Валеева «Последний враг народа». Это не про Муланур Вахитова, но там есть достаточно много интересных материалов, косвенных, связанных с Мулануром Вахитовым. Я сейчас говорю о косвенных материалах. Естественно, есть классическая книга Нафигина о жизни Муланура Вахитова, множество очерков, которые в советское время были изданы, они тоже дают очень много интересного материала. Можно было вспомнить и как Муланур Вахитов заказывал броневики, противостоя так называемой Забулачной республике. Шло дальнейшее обострение с друзьями по списку, по мусульманскому социалистическому списку. Но я подчеркну, несмотря на идеологическое уже противостояние в 18 году, они оставались единомышленниками в чем? Что нужно создавать свою республику. Ну, в 18 году это Татаро-Башкирская республика. Нужна территориальная автономия для мусульманских народов России в составе Российской Федеративной Республики. Я подчеркну, в составе Российской Федеративной Республики. То есть и идеи штата Идель-Урал, и Татаро-Башкирская Советская Республика — это составная часть России. Татаро-Башкирская Республика должна была стать примером для формирования других территориальных автономий в составе российской, уже формирующей Советской Федеративной Социалистической Республики. У меня как раз та часть, где мы рассказываем, в том числе об увековечивании, но через литературу. Так что, ну, в принципе, да, вот немножко друг друга дополняем. Собственно, в 18 году погибает Муланур Вахитов, а в 19 году появляется красивая такая книжка, которая издана под руководством Галимжана Ибрагимова, называется «Шайракнан Бейик. Революционеры Муланур Вахитов». Как раз-таки это уже такой, можно сказать, первый опыт, да, когда в форме таких вот исторических очерков пересказывали биографию Муланура Вахитова. То есть в рамках татарской литературы, прессы, татарской условной историографии или татароязычной историографии уже через год начинают уже побольше, поглубже говорить о том, кем был великий революционер Востока Муланур Вахитов. Причем формулировка очень интересная, опять-таки, вот великий революционер Востока. Как раз-таки идея миссионного социализма, все остальное здесь четко проявляется. Эту книгу, насколько я знаю, не переиздавали. Она на Арабиксе есть в наших фондах, в фондах Национальной библиотеки, в других архивных библиотеках. Но вот прямо сейчас, завтра, другой день, в общем, до конца работы выставки, посвященной Фатиха Амирхану, музея Тукая, вы можете увидеть вот такие страницы. Это из газеты «Кызыл армия», с которой сотрудничал Фатих Амирхан. Там тоже в 19 году, или это уже 20 год, Лена Ивановна, напомните, 20-й? Ага, да, 19-й.
Вот, который уже через год вспоминали Муланура Вахитова. Там тоже статья, ну, как бы целая первая страница полностью посвящена Вахитову. Тут тоже, да, как бы что-то жанр публицистики, что-то уже литературно появляется, потому что в 18-15 годах у Мажида Гафури появляется стихотворение, посвященное Мулануру Вахитову, называется «Нур». Там тоже рассказывают, ну, не рассказывают, а Мажид Гафури, великий татарский и башкирский поэт, а, посвящает целую оду Муладуру Вахитову, и причем эта ода распространялась в форме листовки. Тоже такой интересный момент, малоизученный, на мой взгляд, листовки поэтические, которые были популярны в 17, 18, 19 годах. Там целый вот такой пласт материалов, связанных с творчеством Гафури, то, что он печатал, издавал в Уфе. Но опять-таки вот про Муладура Вахитова, его такой вот опус, он распространялся, видимо, у нас. И у нас в фондах тоже есть копии этого материала, скажем так. Это 19-20 года, это уже как бы вот такой ранний период, но мы здесь не говорим о том, что вот появлялись литературные произведения целые, да, это в первую очередь публицистика, татарская пресса на арабице. Но вот в конце уже 20-х, в середине 20-х годов появляются такие первые спектакли, где есть образ Муланура Вахитова. Муланур Вахитов — это один из самых таких прославленных персонажей в рамках татарского театра. В 24 году в газете «Юл» в Оренбурге Сулейман Валиев Сульва вот пишет статью о том, что нам, как бы, да, в рамках татарского театра нужно вообще-то вводить новых персонажей, которые связаны были бы с историей уже нашего революционного движения. Вот он пишет, кстати говоря, в это время этой газетой руководит великий татарский писатель Шариф Камал, на минуточку. И вот он, собственно говоря, Сулейман Валиев Сульва пишет, да, нам нужно заменить этих всяких ваших камлетов нашими Камилем Якубами, Муладуром Вахитовым и всеми остальными. Собственно говоря, и Муланур Вахитов, и Камиль Якуб — это как бы участники, скажем так, татарского пантеона героев революции, жертв революции. И, собственно, Сулейман Валиев Сульба все это сам проделывает, потому что через уже несколько лет в Казани он ставит спектакль «Борьба за Казань», «Казан очень краш», текст Н. Галимова, и иногда пишут Н. Алимова. Я, честно говоря, не знаю, кто был автором. Может, кто-то другой скрывался. Но это был такой интересный спектакль, потому что там были применены такие ноу-хау, скажем так, там, когда были сцены всяких битв, там, получается, режиссер использовал в том числе и зрительский зал. То есть это для нас сейчас как бы уже такая нормальная практика для режиссеров, а тогда для татарского театра что-то такое было новое. В общем, Сулейман Валиев Сульман, в принципе, экспериментировал, в том числе вот экспериментировал не только над техникой, но и над темами. Другие еще пьесы тоже были, потому что Адель Куты, когда писал драму «Плазан», тоже ввел там образ Муланура Вахитова. Насколько я понимаю, эта драма тоже наставилась. Но есть вот интересный момент, мало известный, мне кажется. В 1941 году Шайхи Маннур, татарский поэт и писатель, закончил тоже пьесу, посвященную Вахитову. То есть это полностью пьеса, посвященная только Вахитову. То есть там Вахитов не один из героев, который там как-то где-то оказался, как важный участник. Это история Вахитова. И Шайхи Манур — это как раз-таки важный вообще человек в истории изучения Муланура Вахитова, потому что как раз вот такой момент, связанный с Шарифом Камалом, и Шахи Мануром без Вахитова. То, что когда Шариф Камал получил орден Ленина, Шахи Манур подошел к нему, поздравил его, и что-то они разговорились, и Шариф Камал по там, воспоминаниям Шахи Манура сказал молодому шейхи, что надо бы вообще-то поднять тему Вахитова в татарской литературе, потому что что-то вот у нас в последнее время о нем мало говорят или говорят не то. Ну, это как раз-то конец 30-х, идет переоценка вообще истории у нас. И Шайхи Манур после этого как взялся за это дело, и как раз-таки Шайхи Манур успел записать воспоминания брата двоюродного брата Муланура Вахитова, Наби Вахитова, за неделю до его смерти, до смерти Наби Вахитова. Эти воспоминания тоже хранятся у нас в фондах, если я не ошибаюсь. И, собственно говоря, он нашел там и Магальсум Хананны, там и с другими родственниками пообщался, и у него есть рукопись этой пьесы, где-то 260 чем-то страниц. Пьеса была, по сути, готова. Даже есть рецензия на эту пьесу, и театр уже был готов, по сути, приступить к разработке, скажем так, спектакля. Ну, начинается война, и все это дело забыли.
И до сих пор как бы эта пьеса, она не издана, она хранится в фондах Государственного архива Экспекторстан. Насколько я знаю, не издавали, как неопубликованная пьеса считается. Но как раз уже в годы войны идет начало другой истории, потому что пишет Наки Самбет свою как бы такую очень известную драму героическую, тоже Муланур Вахитов. Причем первая версия этой пьесы была названа Нур Захит, то есть не Муланур Вахитов, а Мур Захит. И первая версия была опубликована в журнале Совет Эдебиата в феврале 1945 года, получается. И, ну, на самом деле, уже газета «Литература и искусство» уже в 1943 году сообщала, что вообще-то уже пьеса готова. То есть он в 43-м, 44-м, 45-м эту пьесу писал. После 45-го вот пьесу опять он дописывал, потому что уже в 47-м году пьеса такая дополненная, расширенная, издается тоже в журнале Совета Эдебиата, но уже под названием «Муланур Вахитов». И как раз-таки такой самый яркий, мощный пример как бы Муланура Вахитова на сцене, на русской, на татарской сцене, это как раз вот спектакль по произведению, по пьесе Наки Самбет. То есть его ставили и в театре Камала, имени Камала, и в Качаловском театре. Вообще, когда Качаловский театр поставил этот спектакль, тогда писали, что как раз Качаловский театр начинает ставить спектакли по произведениям татарских драматургов. Это как бы был не первый их опыт, но, видимо, у них была такая пауза после 30-х, вот до конца 40-х, начала 50-х. И как раз вот с Муланура Вахитова у нас начинаются, скажем так, русскоязычные спектакли татарских драматургов. В общем-то, Муланура Вахитова на Кисамбета ставили, вот опять-таки тоже вот программка 76-й год, татарский театр ордена Ленина, театр Камала, да, верно помню старое название. И, в общем-то, да, вот, например, Богемский театр тоже оставил Муланура Вахитова. На самом деле, например, это афиши не из наших фондов, это из фондов музея. И таких примеров много. Ну, опять-таки, в 60-х, 70-х годах татарские драматурги, да, их произведения ставились в разных театрах Советского Союза. У Фата Галимуллина, если не ошибаюсь, есть такое воспоминание, то, что он когда служил в армии где-то, в Воронеже, что ли, он как-то вот решил посмотреть во время увольнения, получается, там спектакль, приходит, а там шериф Камал, Козгунар Ясында. То есть таких примеров тогда было много. И Муланур Вахитов тоже такой вот яркий пример. Но, опять-таки, да, вот как раз в те годы, после 50-х, когда пишут о революции, о том, как шла гражданская война, как зарождалась республика, в принципе, Вахитова начинаю все чаще и чаще упоминать. Где-то он главный герой, где-то он среди героев. И этот как бы тренд, он к нам вернулся. Здесь иллюстрация к роману «Вязла Жильдар», «Весенние ветры», как бы «Кавинажны». И здесь тоже есть образ Вахитова. И, само собой, и песни появляются. Это вот Ключарев, Муланур Вахитов, так и называется песня. Его музыка, слова Махмута Хусаина. Есть еще и целая симфоническая поэма Мансура Музафарова, которая так и называется Муланур Вахитов. То есть в этом плане фантазия у творцов немножко ограниченная. Но, опять-таки, это произведения такие специфические, в том плане, что сегодня их мало кто знает, потому что они связаны, опять-таки, с конкретной исторической тематикой и с конкретным, скажем так, социальным запросом, политическим запросом. Это в том числе и произведения юбилейного характера, такие, как у нас говорят, датские. И вот очередному юбилею, к столетию, появляется новая, скажем так, пьеса. Спектакль по этой пьесе ставили в Музейском театре, в некоторых других театрах. Это произведение Ахата Гафара. Ахат Гафар тогда еще молодой автор сравнительно. И вот называется пьеса «Сазут Тамаров Канда». И вот тоже опубликовали в журнале «Казан Дары», предложение уже журнала Совета Эдебиата. И, кстати, вот та тоже картина 70 какого года? 73-го года, если не ошибаюсь. 75-го года, да. Тоже не из наших фондов, но татарская пресса писала об этой картине. Опять-таки, совет у Ленина, да, Ибрагимов, Вахитов у Ленина обсуждают будущее. Кстати, я не знаю, была ли такая ситуация на самом деле, но была. Была. Я не историк, я религиовед. Вот поэтому переспрашиваю. Собственно, да, много чего интересного происходило. Как раз в 80-х годах появляется еще и чувашский роман про Муланура Вахитова. «Көнкоша», «Гүлем Сыздыккоша», «Кундош птица бессмертия». Тоже
продолжение, скажем так, вахитовской темы в литературе народов Советского Союза, скажем так. Тоже так вот была целая серия о героях Гражданской войны, о героях революции. Как раз в рамках этой серии Миша Юпман написал этот роман, Михаил Николаевич. То есть он тоже очень интересно сам, то, что он взялся за эту тему, особенно в контексте его современных взглядов на историю, скажем так, вообще чувашских, татарских отношений. И, опять-таки, современное произведение тоже, на самом деле, интересно, потому что вот в прошлом году отдельной книгой вышел роман Альфиса Гаязова «Койси Актаншаласан Кукуяш». У этого романа есть определенные художественные достоинства, скорее всего, но этот роман, он такой довольно интересный в плане того, что там, да, вот разные исторические персонажи встречаются. Начинается роман как раз со встречи главного героя с Камилем Якубом. Там тоже есть образ молодого Вахитова само собой. Помимо этого, как раз вот на тему отношений Ильяса Алкина и Вахитова, там главный герой, само собой, далеко не Вахитов, но Вахитов тоже упоминается. Это роман Аркаила Зайдуллы, прекрасный роман направления интеллектуальной прозы. Ильяс Алкина «Сонга Махаббата», «Последняя любовь» Ильяса Алкина. Там тоже вот очень интересно, потому что там вот есть сцена, где выступает, получается, Муланур Вахитов и начинает свое выступление с хадиса пророка Мухаммада. В общем, очень так интересно, конечно, придумано. Ну, в смысле, там тоже Аркай Зайдулла опирается на разные воспоминания. Дакина Кисанбе тоже опирался на воспоминания и легенды. Он прям пишет, что воспоминания и легенды. Ну вот, да, вот говоря о том, что Вахитов мусульманский социалист, он начинает как раз-таки свои выступления перед, скажем так, рабочими, не только с тех аргументов, которые больше всего влияют на мусульман, скажем так. В общем-то, до сих пор, да, этот тренд продолжается, тех или иных произведений, которые касаются истории зарождения татарской государственности, новой форме Татарской республики. Там тема Вахитова упоминается. И, собственно говоря, вот творческие деятели после прослушивания оратория Муллы Вахитова. В фондах Госархива есть тоже черновики сценарного плана трагической оперы, тоже посвященной Муллануру Вахитову. Насколько я знаю, этот проект тоже не был реализован. То есть есть еще ряд произведений художественных, которые хотели создать, написать, поставить, но еще не поставили. Я думаю, что вот последующая переоценка всей истории, да, 17, 18, 19 годов позволит нам в дальнейшем что-то новое написать, поставить в рамках театра, может быть, в рамках татарской литературы. Но тема такая открытая, интересная. Другое дело, что сама личность Вахитова сегодня воспринимается очень неоднозначно, потому что есть люди, которые резко против вообще имени Вахитова и были бы не против, если бы там исчезли эти вот примеры мемориализации, а есть люди, которые адекватно относятся к истории. Собственно говоря, всем не угодишь, но произведения нужно писать, в том числе и такие, где продолжаются дискуссии. Вот. Но, собственно говоря, будем ждать новых произведений от авторов татарских, чувашских, русских и других. Зурахмат. Муладур Вахитов погиб в гражданской войне, но его гибель стала только началом большой истории его мемориализации и увековечения. И, в общем, я хотел бы поговорить действительно, как проходило увековечение Муланура Вахитова. Началось все, как вы можете предположить, в годы гражданской войны с создания воинского формирования через Муланура Вахитова, первый татарский стрелковый полк, который был создан мусульманским военным комиссариатом, вот, и принял участие сразу же в гражданской войне в момент наступления войск верховного правителя России Колчака на Оренбург, и, понеся там потери, был отведен под Самару. То есть это вот первое увековечение еще задолго до образования Татарской республики в виде воинского формирования. Ну а когда республика была официально провозглашена, до 25 июня 1920 года, ровно в тот самый день, день торжественного провозглашения, был заложен памятник Мулануру Вахитову на Юнусовской площади. Фотография достаточно известная. Мы видим дом Беркутова, рядышком дом Юнусовых-Апанаевых. И вот на таком в булгарском архитектурном стиле постаменте выполненном небольшая скульптура основоположника советского Татарстана. Заложен был памятник 25 июня 1920 года. Открытие состоялось в
1922 году, 30 апреля, накануне первомайских торжеств. И есть все основания считать, что площадь Юнусовская, которая потом на какое-то время станет площадью Тукая, некоторое время называлась площадью Вахитова. Ибо нынешняя площадь Вахитова перед поворотом на Средний Кабан получила такое название лишь в 60-е годы, как Кафиль Амиров нам говорит. Ну и вот архивное дело, известное есть, с планами садов, возникших в 30-е годы. В это время бывшие общественные площади, такие как Толчковская площадь, площадь Рыбнарядская, их превращают в сады. Мочальная площадь, сквер там до сих пор, да. Вот, видимо, в это же время под создание садов на бывших площадях разбиваются сады и здесь. Хотя истоки, как мы писали в «Миллиарде татар», садов на Юнусовской площади начинаются в самом начале 20 века. Это братья Каримовы посадили, книгоиздатели, которые жили рядышком с Бахатлес, вот у них там дом был. И отец многократно упоминавшегося Ильяса Алкина, Саид Гирей Алкин, тоже сад там развел при своем доме. Сейчас где ЖК Юнусовское подворье. Вот. Но советский сад, сад имени Вахитова, да, мы видим вот этот план 30-х годов. Тогда же, в 1922 году, имя Муланура Вахитова получило одно из старейших промышленных предприятий нашего города. Это завод Крестовниковых, предприятие важное с точки зрения такой классовой борьбы, организации рабочего движения. И вот мы перед тем, как выйти сюда на лекцию, провели в нашем доме-музее Владимира Ильича Ульянова-Ленина тоже небольшую экспертизу и обнаружили у нас вот этот рисунок Мансура Рахимова, художника, выступление Муланура Вахитова на маловаренном заводе братьев Крестовниковых. Выполнена, точной даты нет, 70-е и 80-е годы нашему музею в 2006 году. То ли что. Вот. Такой характерный рисунок, да, где агитационная работа среди тружеников предприятия. И бюст Муланура Вахитова на территории химкомбината Вахитова. В 80-е годы к столетнему юбилею революционера была даже на этом предприятии учреждена премия имени Вахитова. Вот. Предприятие, которое, в общем-то, половину своей истории носило имя Вахитова. Сейчас всем известно, это Нафис, вот, химическое предприятие, бывший завод Крестовниковых. Вот. К заводу Крестовниковых ведет железный дорожный путь рядышком, да, проходит мимо Плетения и Слободы. Там в 1930 году появилась станция Вахитово. И в честь Вахитова же назван целый ряд объектов и точек локаций в сельской местности. Это и Вахитово Кукмарского района, и в Шалях колхоз имени Вахитова. То есть по республике таких очень-очень много точек, где имя Муланура Вахитова увековечено. Вот. Ну, а для Казани таким знаковым вахитовским годом стал 1973 год. 10 апреля 1973 года изображение тоже, кстати, с брошюр и газет из наших фондов Дома-музея Ленина. 10 апреля 1973 года Верховный Совет ТАССР, а потом Верховный Совет РСФСР утвердил это, провозгласил создание 2 районов в Казани, новых административных, из Ленинского района. Ленинский район, напоминаю, он включал и Новосавинский район, и Авиастроительный. Вот в 1973 году выделили Московский, а из Советского района выделили Вахитовский. Он занимал немножко не ту территорию, чем сейчас. Нынешний Вахитовский район — это объединенный Вахитовский, вот тот с Бауманским. А тот Вахитовский район занимал верхнюю часть города, это 3-я полицейская часть дворянская, да, престижная в дореволюционной Казани, и часть нынешнего Советского района. А так изначально это все был Молотовский район. Но когда Вячеслав Михайлович Молотова Хрущев в 1957 году объявил антипартийной группой, да, с соратниками, быстренько советским назвали. Да? Вот. Мы в нашем музее, конечно, Доме-музея Ленина о памяти Молотова думаем, вот, потому что наш человек. Вот, это так маленькая ремарочка по планам творческим. И вот был образован Вахитовский район. Он, как я сказал, имел несколько иные очертания, чем сейчас. Часть Советского района туда входила. И именно Вахитовский район 1973 года образования стал центром, наверное, главных вахитовских торжеств вообще в истории. Это столетний юбилей Вахитова в 1985 году, который прошел в августе. До этого юбилея главным оператором данных по Вахитову было вот это вот прекрасное здание, нынешний Национальный музей, а тогда Государственный исторический музей, потому что с музеем тесно взаимодействовал
двоюродный брат, вот, Хаджи Мурат Казаков, двоюродный брат Вахитова, который передал сюда очень много, как следует из публикаций, книг из библиотеки Вахитова, в том числе по европейской философии, которыми он занимался, социалистические книги, в том числе Каутского, переданы были. И Хаджи Мурат Казаков же являлся именно тем человеком, который э, скорректировал данные о месте рождения Вахитова, сказал, что он родился все-таки в Казани. Потому что такие семейные подробности, где была проездом мама Вахитова, могли знать только люди из семьи. Вот. В 1985 году торжества уже стали общегородскими. Самый известный объект, который был установлен в августе 1985 года, 22 августа открытие было, это памятник Булануру Вахитову на холме между улицами Некрасова и Бутлерова. Что там исторически было? Исторически там была пожарная и полицейская часть, 4-я, с которой можно было наблюдать весь город. Каланча, естественно, пожарная. У нас таких каланчей было несколько. Сохранилась только каланча 2-й пожарной части, да, на улице Московской. Вот. И внизу был квартал, в котором располагались бывшие купеческие, дворянские дома, в том числе Опехтины знаменитые там жили. Всех отсылаю к книжке покойного Ильдара Кулыча Алиева «Рыбная площадь, кольцо», где каждый том там страниц на 30, на 50 описан со всей историей. И одним из таких притягательных мест был ресторан «Мулен Руж» в начале 20 века здесь, который потом превратился в народный кинотеатр, а затем уже в советское время в кинотеатр «Вузовец». Вот это вот сочетание застройки и высоты долгое время вызывало такой приступы творческого вдохновения у архитекторов, и думали, что сделать с этим местом. В книжке Сергея Павловича Саначина есть один из планов, что здесь должно было появиться на стрелке улиц Бутлерова и Некрасова. Это проект застройки 50-х годов, архитектор Игламов, очень известный. Вот Сергей Павлович Саначин пишет, что там секретное предприятие, почтовый ящик 432 должно было построить вот такую сталинку прекрасную, да, под стать московским высоткам. Я нашел, там вариантов было много, непонятно, кому отдать под застройку. Я нашел тоже в одном архивном деле 50-х годов, что Татнефть должна была там вот такое же построить нечто. Но проект остался нереализованным, а так бы эта часть, конечно, города выглядела совершенно иначе, и здание должно было рифмоваться с финансово-экономическим институтом, как вы видите. Все было очень хорошо продумано. В 60-е годы эту локацию нашел советские татаре и решили отдать под злополучное учреждение, которого мы никак не могли найти в Казани место. Это филармония. Филармония в наше время уже въехала в ДК завод синтетического каучука, а до этого искали, где построить здание филармонии. И там один проект футуристичнее другого. Вот в 60-е годы планировалось вот такое здание там поставить. Филармония должна была быть. Потом ее рядом с Ленинским мемориалом, МКЦ, библиотека, тоже планировали посадить юрту такую большую. Это, в общем, вечная история злоключений нашей филармонии. Но, в общем-то, в итоге идея поставить здесь памятник Булануру Вахитову впервые появилась в 70-е годы. Газета «Вечерняя Казань» в 85 году опубликовала очень интересное интервью с Юрием Ореховым и Александром Степановым, авторами этого памятника. Так вот, они там сообщают, что еще в начале 70-х годов, явно до 74-го, когда он умер, они приехали в Казань с легендарным Вучетичем, да, искать место для постановки памятника героям революции и гражданской войны. По ходу этого визита как раз и район Вахитовский появился. Даже пришла идея, что нужно ставить не абстрактный памятник, а памятник конкретному человеку, Булануру Вахитову. Стали искать место. Думали, может быть, в районе Фуксовского сада. Нет, отклонили. И выбрали вот этот самый холм, который, с одной стороны, находится в старой части города, с другой стороны, как они говорили, смотрит на Пролетарское Заречье и на Ленинский район новый, да, вот, и на Кремль. То есть объединяет самые разные вот такие локации. Вот с этой высоты можно увидеть. Идея была принята. Вот. Дальше встал вопрос об образе. Орехов сначала экспериментировал с изображениями с папахой, но что-то все не подходило ему. Фотографии все ему не нравились, они все очень парадные. Тогда он внезапно сделал изображение без головного убора, с легко накинутой шинелью, как будто он шаг вперед делает с митинга, только что выступив перед рабочими, как мы видели на картине. И всем понравилось, и это было утверждено, и 15 августа 1985 года установили очень быстро, что характерно, да, а в 22 августа уже состоялся
состоялось торжественное открытие памятнику Малануру Вахитову с многотысячным митингом, с выступлениями всех руководителей местных и советских, и партийных организаций. И это было действительно торжество. Это был главный такой смысловой центр, идеологический, в центре города. Как мы помним, еще в нулевые годы там проводились митинги, то есть это такой гайд-парк был казанский в каком-то смысле. Сейчас эта территория бесхозная немножко используется, крайне печально. Вот. МОНа давно не было, аллея воинов-афганцев в ужасном состоянии. То есть я надеюсь, эта лекция наша тоже привлечет внимание вот к этой локации. Но это не единственное торжество. На самом деле улица Аделя Кутуя, вот эта вот часть до Гвардейской, до Ершова, она тоже была Вахитовским районом. Я сам, находясь в своем районе, живя с другой стороны железной дороги, ходил в своем районе в другую школу, да, в это время. Она тоже стала центром вот этих вахитовских торжеств в 1985 году. И, например, вот в «Вечерней Казани» была очень душевная публикация о том, как в начале августа 1985 года провели День памяти Маланура Вахитова просто в жилом районе Адель Кутуя, вот у агитпункта. Людей заманили мороженым, которые выставили в то время. Торговля была устроена совершенно иначе, просто так мороженое не завезут. И люди пришли, а параллельно был концерт, слушали лекции, вот, слушали выступления. В общем, такой районный праздник Вахитовского района. Потому что Адель Кутуй тогда еще не советский район, была Вахитовский. И тогда же в школе 111, тоже на Адель Кутуя, это у нас 19 августа, был открыт вот этот вот бюст Маланура Вахитова, Вахитовская комната. Дело в том, что пионерская дружина этой школы, она как раз носила имя Маланура Вахитова. Вот. И когда дело шло по увековечению, решили создать вот такой пионерский именно праздник для всех детей Вахитовского района. И начался сбор средств на этот памятник, на этот бюст. Вот. И вот он тоже был в августе 1985 года установлен. Я звонил в школу, директор прекрасно рассказывает всю вот эту историю. Памятник был еще до нее когда-то утрачен в лихолетии, да, потом наступившее. Зато вот эта Вахитовская мемориальная комната с портретом, вот, в том числе и Куделькин художник туда портрет подарил, все это развелось в такой полноценный музей школьный, который один из таких богатых школьных музеев. Обязательно съезжу туда, пока вот мы так дистанционно общаемся. Вот. А так мы видим, да, пионерская дружина имени Маланура Вахитова. Ну и, наконец, тот самый дом на улице Свердлова, как она тогда называлась, стал местом увековечения памяти Маланура Вахитова. 20 августа 1985 года была открыта, с одной стороны, мемориальная доска с барельефом, который сейчас, насколько я понимаю, нет. Да, мимо же постоянно езжу, паркуюсь там. Вот. И вместе с этим был открыт и мемориальная комната-музей, где были и экземпляры газеты «Кызыл-Байрак» выставлены, и портрет Вахитова, и много-много самых революционных вот таких документов. То есть центр увековечения был здесь, и дом, опять-таки, был выбран со слов, как говорю, уже двоюродного брата Вахитова, Хаджи Мурата Казакова, то есть который сообщил, что именно здесь Вахитов родился. Музей работал, как, собственно говоря, музейное пространство такое советское. Я не знаю, возможно, там кого-то и в пионеры принимали, но вот этого я не застал. Но так в старой части города, на улице Свердлова, это был такой тоже, в общем-то, центр. Вот. Из всего сказанного, что можно сказать? Ну, Маланур Вахитов для советского периода это действительно культовая личность, которая оставила самые разные следы. И архитектурные, и топонимические, и литературные, и в изобразительном искусстве. Этот пласт предстоит еще изучать и изучать. Поэтому давайте к памяти 20 века относиться бережно. Маланур Вахитов включает и тенденции до 17 года в татарском национальном движении, и тенденции вот этого решающего революционного периода во многом объединил. Ну и советское увековечение во всех смыслах — это тоже очень-очень важно для понимания того, какие мы есть сейчас. Вот я как завершающий передаю слово организаторам. Спасибо миллиарду татар.